По зову сердца. Штаб волонтеров поселка Серебряный Бор 1 год. Команда неравнодушных жителей регулярно собирает гуманитарную помощь для своих земляков, участников специальной военной операции. Мы давно уже помогаем в зону СВО. Изначально, когда еще мы не знали о существовании каких-либо организаций у нас в Нерюнгри-Нерюнгринском районе, мы отправляли посылки в Тулу. Мы там познакомились с женщиной, они до сих пор, они очень масштабно тоже помогают ребятам, и мы отправляли туда. Потом мы узнали о волонтерах поближе, в Благовещенске, туда отправляли, собирали, в Серебряном Бору также давали клич по жителям, отправляли туда. Потом услышали про организацию «Зов Севера», да? Туда очень хорошо помогали, организовывали сборы. Ну и параллельно мы думали о том, что у нас Серебряного Бора очень много ребят, которые находятся в зоне СВО. И решили тоже, что нам нужно что-то как-то тоже думать, что нашим местным жителям тоже неудобно в город ездить. Допустим, кто-то желает плести сети, да, кто-то желает... Ну, работы много в штабе. Помимо того, что их нужно плести, ткань нужно резать, пробивать. Также мы делаем шторки противодронные, вяжем, шьем костюмы, носки, ну, много чего делаем. И мы в феврале месяце 2024 года как бы зародилась мысль у нас, где мы в поселке можем открыть свой штаб. Вариантов было много, но остановились на подвальном помещении нашей бани. Мы тут никому не мешаем, то есть в любое время приходим и во сколько желаем, во столько уходим. Ну, собственно, вот так все началось. Нас было 3 человека. Волонтеры «Зова сердца» считают свою деятельность, которую ведут в любую свободную минуту или выходные, обязанностью создать бойцам верный тыл. По всей Якутии очень много волонтерских организаций, нас много, и как другие организации отправляют все-таки Якутск, допустим, да, как отправляют. Мы вышли на волонтеров города Якутска, и так мы вышли на тех волонтеров, которые отправляют именно большегрузы в зону СВО прямиком. Все, и в дальнейшем мы собираем посылки, отправляем реестр в Якутск. И нам говорят, такая-то машина будет такого-то, такого-то числа. И мы уже на связи с самим водителем и договариваемся, в какое время грузим тут посылки и грузим машины на зону СВО. За время работы у штаба появились единомышленники, помогающие деньгами, принимающие участие в сборе помощи. В нашей группе не более 140 человек, но все активны. Мы в этом году только сплели и отправили в зону СВО 150 сетей, также готовой продукции. То есть мы не просто собираем, и то, что люди приносят, мы собираем, отправляем. То есть основная отправка – это то, что делаем мы сами, то, что мы сами производим, плетем сети, готовим готовую продукцию, обеды, супы, компоты, печем, чак-чак, печенье, пряники, ассортимент расширяется у нас. То есть вот в этом году мы только отправили более 4 тонн готовой продукции и 150 сетей. То есть гордость берет, знаете, поселок маленький, группа у нас небольшая, но тем не менее, помимо того, что мы сами что-то делаем, мы также стараемся отрабатывать заявки ребят. То есть нами было приобретено нашей группой совместно, и городские подключаются к нам жители. Совместно мы приобрели рэп «Ромашка» 8, отправили в зону СВО, «Булат» 4, 3 «Мавика», из них 2 «Мавика» 3 «Классик» и 1 «Мавик» 3 «Про». Сбросники это я не считаю. Плюс мы также собирали деньги, приобрели тепловизионный прицел, VPV-шные очки. То есть очень огромное спасибо всем нашим жителям. Спасибо местным производителям, которые нам оказывают помощь в виде
мясной продукции, потому что в таких объемах самостоятельно нам тяжело справиться. Помощь от населения нам очень важна, мы очень в ней нуждаемся, ведь наши мальчишки нуждаются. Мы нуждаемся в наших мальчишках, в наших солдатах, в наших защитниках. Они нуждаются в нас, поэтому мы без них никуда. И также они без нас никуда. В штаб приходят и дети. Со школы приходят дети. Ну, со школы дети приходят в виде, как сказать, получения какой-то информации, да, что у нас есть штаб, чем мы занимаемся, как это нужно, как это важно. Дети тоже пробуют плести сети, мы им показывали тоже, как пробивается ткань, как идет подготовка для того, чтобы потом можно было плести. Кто-то на лепесточках, мы даем лепесточки, пишут пожелания ребятам свои. Также вот, если вы обратите внимание, у нас печенье, видите, пакеты дети подписывают. Ой, мы читаем, смеемся и плачем. То есть, да, дети приходят, с Тускула к нам приезжали дети тоже для ознакомления, для какого-то своего рода понимания, наверное, информации, получения какой-то. Помощь самых маленьких волонтеров также важна для штаба и не остается незамеченной. Уважаемая Ольга Анатольевна, волонтерская организация поселка Серебряный Бор выражает искреннюю благодарность за ваш неоценимый вклад в патриотическое воспитание наших детей. Ваш профессионализм, чуткость и творческий подход помогают ребятам не только изучать историю нашей страны, но и по-настоящему любить ее, гордиться ее традициями и героями. Благодаря вашим усилиям, тематическим урокам, участию в памятных акциях, экскурсиям и проектам, дети учатся ценить мир, уважать старших и понимать важность гражданской ответственности. Ваши занятия пробуждают в них интерес к родной культуре, воспитывают чувство долга и сопричастности к судьбе Отечества. Мы видим, как наши ребята становятся внимательнее к окружающему миру, дружнее и осознаннее в своих поступках. Это во многом заслуга вашего терпения, мудрости и безграничной душевной щедрости. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть ваша работа продолжает приносить радость вам и вашим ученикам, а также день наполняется новыми достижениями. Глубоким уважением, волонтеры «Зов сердца», а также бойцы фронта. Спасибо. Спасибо большое. У многих из тех, кто становится членом команды, сейчас на фронте дети, отцы, мужья или братья. Это самое малое, что они могут сделать для них здесь. И помимо качественной работы при изготовлении изделий, они вкладывают и частицу души, которая будет оберегать бойцов. Мы с детьми постоянно участвуем в акциях, письма солдатам пишем, какие-то поделки отправляем, стараемся оригинально что-то сделать. Нас в последний раз попросили расписать пакетики с продуктами, которые они отправляют. Мы поучаствовали и весело какие-то анекдотики написали, и хорошие такие поздравления, добрые. Ну и дети заинтересованы. И нам приятно потом благодарность получать. Сбор гуманитарной помощи не на отчет, а на совесть. Волонтеры «Зова сердца» делают и собирают столько, сколько возможно увести до адресата, а потом по новой. Всегда они нам отправляют видеоотчеты, что они получили. Всегда они приезжают к нам, когда в отпуск, они приходят к нам, расписываются у нас. Как бы и здесь они нам немножко даже помогают. Так что обратная связь у нас всегда с ними есть. Гречка с маслом от Федора, картофель с курицей, суп гороховый и многое другое от него же. Именем Федор почетно назвали автоклав, который готовит самые вкусные блюда и компоты нашим бойцам. Это чтобы все шишки были на Федора, а не на нас, понимаете? Федор — это наш автоклав. Мы его купили месяца, наверное, 5-6 назад и решили готовить нашим пацанам сами. Вся еда наша качественная, проверенная. У нас разнообразие супов. Это и уха, это и рассольники, это и борщи. И именно не сухие, а мы готовим на натуральном продукте, да, на натуральном мясе. Все у нас натуральные продукты. Супы разнообразные. Также у нас есть тефтели, печеньки, пряники, имбирное печенье, кстати, очень вкусное, попробуйте. В
В честь дня рождения штаба его волонтеры предложили населению провести дегустацию готовой продукции от Федора. Попробовать еще пока не все удалось. Я ела плов, очень вкусно. Рассольник, просто за уши не оттянешь. Печенье разное. Авторство Евгении замечательно. Компот очень вкусный. Ну, я еще пойду пробовать. Я вам могу налить. Вот он. Видите, какой наваристый, жирный. Прям цветочный. Я попробовала первое, второе и третье. И десерт. Легендарное печенье на рассоле. Вот первое я рассольник поела, но я такой дома, честно говорю, я не сварю такой наваристый. Вот правда говорю. Потом макароны вот по-флотски, ну вкуснячие. И компотик. Голубика с листом смородины и как будто бы со смородиной. Пришла, естественно, на интересное мероприятие. Ну, гороховый суп. Действительно, такой дома не сваришь. Правда, нам нужен будет мастер-класс от шеф-повара. Замечательно. И самое главное, что аромат прям самый настоящий аромат дома. Я так думаю, что для ребят это очень важно. Вот это самое важное, не столько суть вкуса, ингредиенты, вот именно, вот, когда это открываешь, вспоминаешь сразу дом и понимаешь, что дом-то у тебя надежный. И это очень здорово, очень здорово. Девчонки делают большое дело. Спасибо огромное. И нашим волонтерам спасибо огромное, нашим защитникам. Зов сердца передает в зону СВО не только вкусную домашнюю еду, но и одежду, вязаные носки, медикаменты, средства личной гигиены, маскировочные сети, необходимую технику. Наши девочки-швеи в поселке Серебряный Бор шьют вот такие флисовые костюмы. Это мы уже готовим на осень. Сейчас тепло, но это на осень. И носочки вот такие флисовые. Мальчишки в блиндаже их одевают, говорит, теплые. И в спальниках. В спальниках спят прямо в носках. Каждый раз, получая посылки, бойцы из зоны проведения СВО ощущают прежде всего особое единство страны, понимание того, что за тебя переживают и в тебя верят за 1000 километров. Многие привычные на гражданке вещи приобретают совершенно иное значение и ценность. Очень ждем всегда посылок. Вот нам присылают множество всяческого, например, массети, обеды готовые для победы. Также всякие разные стройматериалы, перчатки, расходники. В общем, множество всякого присылают. Вот, очень рады. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне специальной военной операции не только материальными вещами, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.